Друзья, ну что, мы рады приветствовать вас. Это мы, ведущие телепроекта «Турслет всей семьей», Руслан Ачиров, Евгений Никифоров. Ну и, конечно, хотелось бы определить, почему именно Турслет, да, и почему именно у нас в Якутии мы решили сделать такой проект. Турслет всей семьей, друзья. Ведь туризм – это такое направление, которое объединяет и взрослых, и детей, и даже совсем крохотных младенцев. Что касается, как Руслан подметил, туризм в Якутии, ну, что можно сказать? Якутия – это далеко не высокоурбанистический регион, то есть здесь нет огромных городов, нет небоскребов, и поэтому я считаю, что умение, ну, не побоюсь этого слова, выживания в том числе, они крайне важны. Поэтому проверка этих самых умений, проверка навыков туризма, навыков просто нахождения в дикой природе, мне кажется, очень важны для нас. Да, ну и, конечно, в целом радует то, что в Якутии, да, развивается туризм. Сейчас он такой на грани, наверное, такого дикого, да, туризма. Скорее. Но есть уже много, допустим, тех же турбаз, домиков на берегу реки Лена. Очень много турбаз открылось в последнее время. Но, тем не менее, действительно, как было отмечено, когда семья выезжает на природу, нужно быть готовым к тому, что нужно будет поставить палаточку, да, то есть и развести, если это не пожароопасный сезон, развести костер, приготовить еду. И, в общем, в целом, все должно быть так, чтобы семья, да, не почувствовала дискомфорта, да, то есть чтобы все было легко. Отдых был комфортный. Да, не испытания. Не испытания, которые прошли наши семьи в этом цикле передач, все верно. Да, поэтому вот видите, мы сейчас находимся тоже в лесу, вот бегают белочки у нас тут, очень радостно. Вот, ну и, конечно, в целом, я думаю, этот проект, он, во-первых, направлен на то, чтобы семья сплочалась, да, и семья испытала себя в некоторых таких вот заданиях, которые мы для них придумали. Ну и я думаю, что все будет очень интересно и динамично. Да, все верно, потому что большинство заданий рассчитаны как раз на выполнение их всей семьей. То есть там принимают участие и младшие члены семьи, и папы, и мамы. Мы это наглядно посмотрели и увидели, как семья может стать единым целым больше, чем семьей. Ну что, телепроект «Турслет всей семьей» начинается. Мы ищем семейные команды для участия в новой программе по спортивному туризму. Если вы чувствуете в себе и в своих близких уверенность, на «ты» с природой. Вперед в гонку за специальным призом телеканала «Якутия-24» сезона 2024 года. Начните с выполнения специального комплекса ГТО. Победят те, кто больше, чем семья. Ну что, на наш объявленный кастинг откликнулись семьи, и итого у нас в этом сезоне участвуют 4 семьи. Это семьи из Алекминского улуса, из Хангаласского и из города Якутска. А для того, чтобы доставить наших участников на место сбора, на место турслета, потребовались неимоверные усилия. Якутия очень большая территория, и добраться иной раз очень сложно. В этом команде из Алекминска помогла, безусловно, администрация Алекминского улуса, и большой вклад в транспортировку их, в помощь в доставке сыграла авиакомпания «Полярные авиалинии». Вообще, в целом, внутрирегиональные перевозки – это такая сложная тема, и здесь, по нашей республике огромной, на помощь приходит авиакомпания «Полярные авиалинии». Семья Филипповых, Алекминский район. Станиславу 42 года, маме Альбине 36 лет. Работает преподавателями в техникуме. Сын Валентин 15 лет, школьник. Всего в дружной семье Филипповых 5 детей. Телепроект «Турслет всей семьей» говорит сам за себя. То есть там участвует семья и в том числе дети 14-15 лет. И надо отметить, что, конечно же, когда вы выезжаете на природу, у вас должна быть хорошая экипировка, кемпинговое оборудование. И все это предлагает Байнай-центр. Но надо отметить, что еще наших детей, да, вот, которые участвуют в конкурсе, в нашем турслете, еще не было, они еще не появились на свет, а компания Байнай-центр уже поставляла хорошее оборудование кемпинговое, все, что нужно для охоты и для рыбалки.
Любое мероприятие соревновательного плана, тем более с участием детей, это всегда большая ответственность. Поэтому было решено пройти углубленный медосмотр в Республиканском центре спортивной медицины, сотрудники которого, несмотря на очень большую занятость в рамках зимней спартакиады в Алдане, очень тщательно, поскольку идет речь о семейных командах, проверили состояние здоровья наших участников. В первую очередь проверили основные антропометрические данные – вес, рост, сделали коррективы на возраст. Почти все участники – родители одного возраста – около 40 лет. Все дети по положению конкурса должны быть 14-15 лет. В этом переходном возрасте тоже бывают особенности, в том числе и медицинские. Проверка зрения также полагается в рамках углубленного медосмотра. Функционалисты сделали всем электрокардиограмму. Вот в этот момент у главы семейства Андреевых обнаружилось нарушение. Решено было сделать УЗИ сердца, которое выявило достаточно серьезное нарушение. Конечно, спортивные нагрузки, они должны быть посильные и должны быть в зависимости от состояния здоровья. Первое, конечно, да. Но, тем не менее, все-таки лечебная физкультура, умеренные физические нагрузки. Мы рекомендуем даже пациентам, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. То есть конкретно, например, у нас есть пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда. Наше отделение конкретно занимается углубленным медицинским осмотром лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Мы конкретно даем допуски. Может этот человек конкретно, вот Иванов, Петров, Сидоров, заниматься карате, дзюдо, футбол. И в зависимости от того, есть у него там острые стадии или нет, то есть врач по спортивной медицине конкретно дает допуск. Может он в данный момент принимать участие в соревнованиях или нет. 2 года назад было это, 2 года назад у вас, может быть, и индекс массы тела был хороший, сахар был хороший, а сейчас... В рационе макарон прибавилось, шоколадных конфет прибавилось, у меня изменился индекс массы и, соответственно, скажем, тяжелее стало выполнять те или иные упражнения. Ну, я конкретно говорю, вот, например, про своих пациентов. Да. Но так как у одного вашего пациента были выявлены изменения на ЭКГ, и врач, наверное, выслушал ошибку, поэтому его отправили на УЗИ сердца, где мы выявили порог сердца или расширение полости сердца. Ну, по вашему пациенту. Ну, дело сейчас за врачом спортивной медицины, который конкретно вынесет вердикт, сможет он участвовать. Да. На основании обследований участия или неучастия старшего Андреева Джулустана Михайловича должен определить врач спортивной медицины, вердикта которого ждали и Джулустан, и организатор соревнований. Семья Андреевых, Хангаласский улус. Отец Джулустан, 43 года, руководитель единой дежурной диспетчерской службы. Мама Любовь, 41 год, специалист по профориентации. Сын Айтал, 14 лет, ученик 8 класса средней школы номер 2 города Покровска. Я вообще не против туризма, как бы, да, но как бы вот сдача норм ГТО вот меня беспокоит, конечно. Тем более у него это все впервые выявлено, ему надо было бы обследоваться по-хорошему кардиолога. А если мы скажем, ему не сдавать ГТО? Тогда да. Тогда да. На туризм, да. А вы можете написать вот так? Да, могу написать. Хорошо, тогда мы его исключаем из ГТО? Да, на туризм, да, можно ему. На туризм, но все-таки обследоваться у кардиолога, эндокринологу показаться еще. Да, я это обязательно приду, просто я не знал, и дерматологу еще. какие изменения у меня есть. Да. Я обычной сельской жизнью жил, и ничего такого не Ну, у нас бывают вот такие как бы находки. Меня так уговариваете, но все же здоровье у человека. Нет, я понимаю. Давайте мы с пометкой, то есть занятие туризмом, в принципе, вот да, я к туризму. Реестра может быть того, а ГТО мы сегодня исключим. Да. В виде исключения. Хорошо. Товарищи просто. А семья же может, в принципе, сдавать. Да. Может, да. Джулустан Михайлович, он у нас прошел впервые медосмотр именно вот
в связи с участием вот в этом проекте «Туризм», да. Ага, и у него выявились вот изменения на электрокардиографии. Вот, мы провели ему еще УЗИ сердца и также выявили изменения. Вот, ему рекомендуется консультация кардиолога, эндокринолога. Вот, и как все вот спортивные врачи, вот мы очень большую ответственность себя берем с допусками вот, до соревнований вот, да, людей, у которых имеются какие-то изменения вот, со стороны здоровья. И к туризму, в общем-то, мы можем допустить, так как там нагрузки будут такие вот длительные, опосредованные, да, человек будет, может быть, даже это и полезно, как бы, да, он будет снижение веса наблюдаться, там, тренировка сердечно-сосудистой системы будет, да, но обязательно надо будет, да, обследоваться у кардиолога, и в данное время ему большие нагрузки ему противопоказаны, на ГТО мы его не допускаем. Основным критерием для отбора также было обязательно наличие хорошей физической формы, потому что невозможно участвовать в программе «Турслет», если ты не занимаешься спортом, физкультурой и не имеешь каких-то навыков. Была разработана специальная программа отбора участников. Кто нам помог с ней? Да, в этом нам помогли специалисты ресурсного центра «Юные якутяне», и в целом вообще комплекс ГТО это можно назвать таким неким ориентиром, основой, всего, конечно. Его может пройти абсолютно любой гражданин, и в том числе его прошли наши участники. Семья Ксенофонтовых, Хангаласский улус. Владислав, 43 года, работает в правоохранительных органах. Светлана, 42 года, социальный работник. Сын Эдуард, 15 лет, учится в школе, участник движения первых. Всего в семье Ксенофонтовых 9 детей, 7 из них приемные. Здравствуйте, мы семья Ксенофонтовых с Хангаласского улуса, села Актемцы. Меня зовут Владислав Владимирович, а моя супруга Светлана Давыдовна и наш старший сын Эдуард Максима. Вот еще сын младший Айлан и Сашенька, младшая дочка. Мы решили участвовать в турслете с нашим сыном Эдуардом, потому что мы хотим ощутить вот это вот туристическое настроение, да, и энергию. Ну, нам очень интересно. Это как изгибание? Изгибание, да, это талар-балахатное подтягивание. Это вот второй. Далее команды Ксенофонтовых и Козловых проехали в спорткомплекс «Дахсун», где их встретили сотрудники ресурсного центра «Юные якутяне», которые специально в рамках проведения конкурса «Турслет» подготовили особый комплекс упражнений ГТО. Напоминаем, что количество баллов, набранных в ходе выполнения комплекса, в зачет не учитывались. Это просто допуск к дальнейшим испытаниям. Согласитесь, опасно выпускать на трассу спортивного туризма с элементами альпинизма физически неподготовленных людей. Филипповы из Алекминска ГТО сдавали до приезда по месту жительства. Якутский и Хангаласский улус сдавали в Дахсуне. Комплекс не то чтобы сложный, но включал в себя достаточно упражнений, чтобы отсечь заведомо неподготовленных людей. Прыжки, подъем туловища, подтягивания, отжимания. Главы семей показали неплохую физическую подготовку. Неудивительно, отец Ксенофонтовых работает в правоохранительных органах и регулярно занимается физподготовкой. Слишком высоко не надо, только на подбородка 3. Руки полностью выпрямлять 4. А Артур Козлов, хоть и работает на текущий момент банковским клерком, срочную службу проходил в подразделении морской пехоты, и нагрузки ему привычны. Среди мам хотелось бы отметить отличную физическую подготовку Марии из команды Козловых, которая с завидной легкостью выполнила и упражнения на гибкость, и силовые упражнения, задав хороший тон участникам. А Артур
выложился полностью, выполнив упражнения комплекса на золото. 31, 32, 33, 34. Все на золото, где? Представляем семью Козловых. Мама Мария, 35 лет, студентка Якутского музыкального колледжа, отделение «Музыкальное искусство эстрады». Папа Артур, 37 лет, специалист по сопровождению офисов Сбербанка. Сын Святослав, ученик 9 класса школы номер 26 столицы республики. Младшей дочери семьи Козловых Анне 7 лет. Для того, чтобы участвовать в проекте «Турслет» всей семьей, все участники, все абсолютно семьи подписали соглашение об участии. Кроме того, обязательным условием было страхование всех участников от несчастных случаев. И в этом пришла на помощь страховая компания «Альфа-страхование». Вы защищены от телесных повреждений в результате несчастного случая, если что-то произойдет, включая повреждения, переломы и так далее. Но я всегда говорю своим клиентам либо участникам, чтобы этого не случилось, да, чтобы конкурс мероприятия прошло успешно, чтобы победил сильнейший и все получили массу удовольствия. То есть, но полис есть полис, да, страховка есть страховка, она будет в любом случае необходима. Как говорится, таким лишним не будет, да. А с Дмитрием мы подпишем договор от лица Дмитрия, он будет вашим страхователем. Страхование участников от несчастных случаев – полдела. Спасибо компании «Альфа-страхование» и руководителю офиса Наталье Малковой за предоставленный комплекс услуг. Организаторы отметили оперативность решения и очень профессиональный подход. Далее, в беседе с руководством телеканала «Якутия-24» участники услышали про нюансы соглашения об участии и подписали соответствующие соглашения каждая семья. Кроме того, организаторы раздали главам семей смарт-часы для фиксации параметров здоровья, пульса, уровня стресса. Данные показатели немаловажны для определения настроя представителя команды. А папы волнуются за всех, поэтому логично, что часы раздали папам. Одним из инструкторов, конструкторов маршрутов и помощником на высотных испытаниях был Олег Викторович Сайфулин. По сути, просто Олег, с которым мы знакомы много-много лет. Порядка 10 лет назад мы играли в замечательную активную ночную игру «Дозор», где Олег в составе нашей команды выдвигался на самые сложные задания, на самые высокие вышки, на самые сложные испытания. И всегда находил код, всегда помогал нам в этих непростых делах. На сегодня Олег Викторович Сайфулин является главным тренером команды якутских альпинистов. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, что у меня тоже, да, был такой небольшой опыт на скалах Еланки, тоже под присмотром, кстати, Олега. Да, потому что он всегда тренирует, вообще Федерация альпинизма скалолазания Якутии тренирует школьников, да, самых малых лет. И есть большое количество хороших скалодромов, особенно в Дахсуне. Да, вот буквально летом мне тоже удостоился я чести даже комментировать соревнования на спортивных играх «Дети Азии». Завершили наши участники установочный день на скалодроме в школе номер 2, где основной инструктор конкурса, старший тренер сборной республики по скалолазанию Олег Сайфулин ввел в курс дела всех без исключения участников, включая детей, сделав главный акцент на обеспечении безопасности. Три размера, М-ка, С-ка и Л-ка, соответственно. Наши участники ознакомились со страхующими устройствами, узнали о принципах безопасного подъема и спуска с высоты, научились регулировать основное индивидуальное устройство – обвязку, чтобы не было дискомфорта, и самое главное, узнали про четкую последовательность действий при подъеме и спуске. Видите? Ну такие же. Надо сказать, что для выполнения тренировочных заданий и в поле наши инструкторы применяют все необходимое для обеспечения безопасности.
готовы к спуску, повисли. Здесь есть заблуждение, которое всех, то есть надо веревку сжимать, не нужно ее сжимать. Достаточно ее оттягивать вниз, мы двумя пальчиками ее оттягиваем, нет, достаточно. Далее все участники выполнили небольшой практикум, выполнив под четким руководством Олега Викторовича каждый по одному спуску. К слову, почти никто из зимней группы раньше не сталкивался с высотным делом, разве что на аттракционах. Тем интереснее было услышать живые эмоции наших участников. Ага. Ощущение как? Ощущение первый раз, да. Ну, сложно, кажется. Снизу смотришь, как-то легче все, а сам наверху уже спускается, тяжело. Я уже потел. Смотри, а там на земле, скажем так, когда будет снег, уже песок и так далее, сможешь? Ну, сможем. Сможет. Ну, дети умеют. В принципе, да. Дети умеют. Безопасность обеспечивается. Легко, кажется. Такого нет ощущения того, что вот сейчас вот-вот и вот. Ну, первый раз, да. Светлана готовится. Светлана тоже вот первый раз спускается. Ну, Эдуард, они дети все школы в табаке ходят. Они более интересны есть. Более привычно даже есть, понятие. А мы-то вот с женой первый раз вот это одели, карабины вот эти. Во, молодец. Аннен. Во, ай, молодец. Ну, сейчас мы находимся на скалодроме средней школе номер 2 города Якутска, где участники под руководством старшего тренера сборной республики по скалолазанию Олега Викторовича Сайфуллина, вот он на высоте, страхует участников, проходит ознакомление с техникой и методикой спуска с высоты на спусковых устройствах типа «восьмерка». Для многих это в новинку, многие в первый раз прошли данное испытание, но есть участники, которые, скажем так, более глубоко внедрены в тему. Сегодняшний день установочный у нас прошел очень насыщенно. Наши участники, они, во-первых, прошли расширенное медицинское обследование, были выявлены некоторые отклонения, но даже с учетом этих выявленных отклонений мы продолжаем выполнять план съемок. Заключили договора участия в съемках телевизионного цикла и получили страховые полиса от страховой компании «Альфа-страхование». Спасибо «Альфа-страхование». Они, каждая семья застрахована на 300 тысяч рублей во время выполнения определенного этапа. Так что продолжается все в хорошем темпе, в хорошем ритме. Завтра в 9:30 мы ждем участников на территории между парками Иркдель и Джол, где им придется выполнять задание первого дня на земле. Пожелаем им удачи, пожелаем им смелости, храбрости и пусть победит сильнейший. Вы смотрите телеканал Якутия-24, турслет всей семьей.